Чебоксары заявят о себе на весь Старый Свет. Командный чемпионат Европы по легкой атлетике будут транслировать в прямом эфире почти 50 телекомпаний. Освещать предстоящее спортивное событие планируют более 500 иностранных журналистов. В течение 3 лет для гостей подготовят необходимую инфраструктуру. Как встретить чувашская столица участников европейских стартов, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Право на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике чувашская делегация отстаивала больше часа. Ее участники признаются, что почувствовали себя студентами на сложном экзамене. У конкурентов Чебоксар было много преимуществ. Добраться до чешской Остравы и немецкого Брауншвейга иностранным делегациям проще, чем до нас. Но большие расстояния не испугали представителей Европейской ассоциации. В итоге за Чебоксары проголосовали единогласно. Самое главное было у нашей команды большое желание и проведение этого мероприятия. Ну и у нас и стадион соответствовал всем тем нормативам, которые предъявляла Европейская легкоатлетическая ассоциация. Ну и, наверное, было к удивлению, что есть страны, которые принципиально голосуют против России. Вот на этот раз было единодушие, что за Чебоксар они проголосовали. К этой презентации чебоксары готовились 2,5 года. Но все карты жителям раскрыли только нынешним летом. В республике объявили большую кампанию по продвижению столицы на этот европейский конкурс. В финал вышло 3 города, изначально претендовало 10. Командный чемпионат Европы притянет в Чувашию 1000 зарубежных туристов. Эти соревнования называют самыми зрелищными и динамичными. Самые сильнейшие команды из 12 стран приедут в Чебоксары. Это действительно должно быть зрелищно. Болеем за страну, и каждый здесь было отмечено 34 представителя команды, 34 спортсмена, и каждый будет приносить очко в пользу своей команды. С обустройством гостей проблем не возникнет. Модернизируют стадион, достроят гостиницу на берегу залива. Через 3 года существенно изменится и график работы Чебоксарского аэропорта. Планируется наладить воздушное сообщение с несколькими европейскими странами. Еще надо учесть, что в Суперлигу входят наши соседи Украина, Белоруссия, с которыми тоже надо оговаривать, потому что они могут и поездом, может быть, им удобнее. То есть несколько вариантов, Леонид Ильич правильно озвучил, 3 варианта. То есть первый – это через Москву, оттуда чартерами, второй – это Казань, оттуда автобусом. И третий вариант – это либо поездом, либо регулярными рейсами. За несколько дней до европейских стартов в Чебоксарах планируют провести юниорский чемпионат по легкой атлетике. Такого не устраивала еще ни одна страна. Все флаги будут в гости к нам в июне 2015 года. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика.